Не прошло и недели, как новый скандал в Кабмине и опять связан с премьером. Такого в истории политики Украины еще не было. Ну, почти. Итак, давайте все по порядку. Вчера на своей странице в Фейсбуке Игорь Мосійчук под тегом «Зашквар дня» опублікував пост. Тут така, так би мовити, інтимна справа. Один мій знайомий влаштував свого молодшого сина, який нещодавно закінчив вуз, на роботу в апарат прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Десь на третій день приходить хлопець додому і каже батькові: «Я на роботу більше не піду». Чому? Не піду ні за які гроші, ні в якому випадку. Та чому? Що трапилося? Я не піду і не питай. Ледь не заплакав. Та що ж в кінці кінців трапилося? Говори негайно, я ж твій батько, і це я тебе на таку престижну та перспективну роботу влаштував. Тато, та не треба мені ні такий престиж, ні тим паче перспективи. Та що ж там трапилося? Кажи. Він до мене приставав. Хто він? Хто? Прем'єр. Та як приставав? Як? Прямо приставав. Домагався інтимних стосунків зі мною. Завіса. А теперь давайте пройдемся по тексту этого поста. Заранее забегая, скажу, у меня не стоит задачи никого оправдывать или обвинять. Это сугубо еще одна точка зрения. Но у меня откровенно много вопросов к этому посту. Уже начиная с фразы «тут такая интимная справа», если она и вправду интимна, то зачем ее постить в Фейсбуке? Пострадавший дал на это разрешение? А если дал, то почему без имен? Думаю, это сделано намеренно. В таком случае не нужно прикрываться такими словами. Знакомый устроил сына в аппарат Гончарука, и на третий день этот сын приходит и жалуется, что на работу больше не пойдет. Судя по посту, это чей-то сын, закончил только что вуз, а значит, наверное, летом. Когда же он начал работать? Месяц назад или 3 дня назад? Совершенно непонятно. Почему 3 дня молчал? Почему не заявил в полицию? И прям, заметили, такой диалог в лицах, ну, честно говоря, пьеса. Мосійчук что, стенографировал весь диалог? Ну і фінал поста. Зразу скажу, мені байдуже до сексуальної орієнтації прем'єра. Нею нехай переймаються праві, які запрошують цю особу на свої заходи та концерти. Мене ж цікавить, що прем'єр працював в інтересах України і українців та не порушував чинне законодавство. І ось тут проблема. Дії прем'єр-міністра по домаганнях до підлеглого порушують норми міжнародного права та підпадають під дію Кримінального кодексу України. Наразі переконую хлопця та батьків дати публічні свідчення. От така малята. Мій телеграм. Ну, конечно же, все равно насчет ориентации, но об этом я обязательно скажу. Ну, что все знали, что закон нарушается, и наш премьер гей. А пока вы об этом думаете, я постараюсь убедить пострадавших дать показания. И да, у меня есть телеграм, так что подписывайтесь. Однозначно, Гончарук не святой, и по поводу его ориентации и домогательств нужны доказательства. А пока что это, на мой взгляд, просто вброс. И самое главное, нужно понимать, что те, кто это делает, абсолютно уверены, что у них есть аудитория, которая не просто возьмет на веру эту информацию, а еще и разнесет именно в том контексте, в котором выгодно. А теперь немного сочных фактов о самом Игоре Мосійчуке, авторе поста. Депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва от радикальной партии Олега Ляшко. Ну, знаете ли, вспоминая биографию Ляшко, мне даже странно читать, что у Мосійчука такой зашквар на эту тему. Це була незвичайний зв'язок, де є активний і пасивний. Якщо вже брати по цим параметрам, то, звісно, я виступав як пасивний. В 1994 году стал членом УНА УНСО, затем работал помощником-консультантом народного депутата Украины Юрия Тымы и был замечен в махинациях. Мосійчук был осужден на год лишения свободы, но освободился из тюрьмы через полгода после вмешательства известных политиков. В 2006 году, например, Мосійчук находился в розыске за разбойное нападение, а позднее за неуплату алиментов. В 2011 году в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли взрывное устройство и задержали 2 депутатов Васильковского городского совета Игоря Мосійчука и Сергея Бевзу, являвшегося главой комиссии по вопросам молодежи и
из спорта, а также помощника депутата Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта, подрыва памятника Ленина в Борисполе и подготовке теракта в Киеве ко Дню независимости Украины. И это только несколько любопытных фактов в биографии Мосейчука. Вот даже не знаю, что хуже и стоит ли сходу доверять его информации. В общем, друзья, на сегодняшний момент, пока нет никаких доказательств со стороны Мосейчука, выглядит такое заявление как обычное балабольство для подрыва авторитета команды Зеленского через Гончарука. И, судя по всему, нам остается ждать продолжения этой истории. Ну, посмотрим, куда она повернет. А вот премьеру стоило бы действительно задуматься и сменить самокат на включение мозга.